Друзья, всем привет! Вы смотрите программу ПХЗ, плохой Фаниль Рафиков, хороший Казбек Сагын и злой я. Казбек, привет! Привет. Здравствуйте. Тоже по-другому общается. Да, уважаемый. Сразу видно, манерный статус. У нас Здравствуйте. сегодня певец. Распеваться не будешь? И греться. Я распелся уже нормально. Я же сюда, я знал же, куда шел. Поэтому распелся нормально. Слушай, а серьезно, какие-то у тебя появились, не знаю, лайфхаки, какие-то упражнения перед тем, как вот выходить на интервью и быть рядом с микрофоном? Нет, не совсем. На интервью зачем какие-то лайфхаки? А вдруг мы Ты попросим просто- тебя попеть? Спой. Ну, для этого я специальную припевку сделал такой. Нет, таких Специально лайфхаков есть. нету. А вообще перед вокалом распеваются люди, тренируют это то же самое. Связки нарабатываешь, тренируешь, разминаешь их. Это вот, в общем, так. Я со стороны вокала говорю. Ну, к этому еще дойдем. Мгм. Слушай, давай сразу про это и поговорим. На самом деле интересная тема. Я был поражен, честно. Ну, я тебя знал как бойца, и Мгм. ты открылся с другой для меня стороны. Я думаю, что не только для меня. Ты вообще до этого когда-то хоть пел, просто, ну, получилось очень гармонично, и движение, Ага. и, в принципе, исполнение песен. Я понимаю, что, наверное, там не лайв же, да, а какой-то... Да. Нет, ну Не, снимаем как лайф, лайф мы. лайф. Мы снимаем как А, лайф. серьезно? Да, лайф Да. снимаем. Ну, мне казалось, что в таких Готовится. просто шоу вообще лайв не бывает. Нет, Нет, бывает, нет, лайф. готовится. Снимаем Ну, в как любом лайф. случае, короче, очень гармонично, даже если бы и был бы не лайв. Мгм. Смотри, Миш, вообще с детства я вообще любил сам творчество. Я так-то как-то таких сценах, да, небольших сценах пел. Я помню, в лагере пел я. Ну, я вообще... Сколько лет и по какой статье? Сколько лет, сколько зим. Это когда было? Это в детстве было? Я в 9 классе, что ли, был? На лагере был. Конечно, я до 9 класса в лагере был. Хочешь Или до загадку? 8, что ли? Хочешь загадку? Сколько лет, сколько зим. Как называют учреждения, где детям подают светлое пиво? Детское учреждение, где детям подают светлое пиво. Светлое пиво? Детсад. Сатика. Детский лагерь. 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 Прям лагерь. Ягор, Лагерь. ягор, есть же. Лагерь. Лагерь. Нет, не знаю, я был в лагере, да. Ну, тогда таких, ну, не в детских, или в детских. 9 класс это считается за Да, подростковый. подростковый возраст, но не детский сад. Не же. знаю, ты что там. Вот. Ну, это сколько? 13-14, да? Ну, Лет 9, 20 да, лет. да, примерно, да, до 9 класса я был там в лагере. Ну, суть дела в том, что я любил петь. После этого как бы... Я не Тебе сказал то, что... запрещали, да? Нет, я не скажу то, что я там по вокалу тренировался, ходил к вокалистам. Нет, так чисто там на уровне любительского, караоке там попеть, поорать с друзьями. Ну, так скажем, неплохо получалось. И каким-то образом тут повернулось такое, вот, знаешь, возможность, можно сказать, или даже, ну, да, скажем, возможность. Типа, предложили мне сняться в этом проекте «Егзлебес». Изначально я, конечно, был в таком шоке. Мне такой друг звонит, продюсер его тоже, кстати, тезка зовут Хазбек. Он говорит: брат, я тебя поздравляю, ты прошел такой этап, мы 2 месяца тебя толкали, мы тебя протолкнули. Был кастинг, то есть, да? Был кастинг, да. То есть я об этом не знаю, то есть он толкал меня, мы с ним в таких отношениях были такие, в теплых. И он мне говорит, звонит такой в один момент. А я утром такой встаю в пробке такой, нервно, на тренировку куда-то опаздываю. И он говорит: я поздравляю тебя, ты прошел, типа, так. Я говорю: куда? Подожди, Казбек. Я говорю: что это? Ты, короче, послезавтра должен прилететь в Астану. Там, короче, начинаем проект, все, съемка, красавчик, мы за тебя, да, ты будешь грамотный такой, я знаю, ты взорвешь. Я такой: да, хорошо. И такой телефон бросаю. Ни хрена не понял, короче. Я такой: да, пошел, потренировался. И такой, с этой мыслью пошел, там, я поговорил с женой, я говорю: так, короче, предлагает. Я говорю: да, откажусь, думаю, что я там потерял? И, короче, с этой мыслью сплю, утром просыпаюсь, и вот эта мысль меня не покидает, короче. Я смотрю в интернете, и что за проект? А там действительно такие первая полка звезд. Ты даже не знал, куда ты идешь? Но Ну, изначально не знал. Изначально не знал. Потом я это все анализировал. А там, короче, смотрю, первая полка звезд, которые там реально в эстраде выступают. Я такой: что от этого теряю, бля? Да выступлю один раз там. Да ладно, вдруг я там завтра там пожалею, да? Я такой: да, короче, я звоню, что там вообще, что нужно? Короче, мы тебе билеты покупаем, мы тебе это... А там, короче, организация вообще на высшем уровне. Ну, как Найза. Ну, даже хуже. Так. Даже хуже. Да, организация на высшем уровне. И я такой
иду в зал такой, говорю тренерам, я такой, сейчас слетаю в Астану, там съемки, там 5-10, и по работе, короче, тоже отпросился. Я там не планировал то, что я там буду в месяц, а я там просто там на пару дней, да, вылечу с одного проекта, вылечу, а там на выбывание. Что самое интересное, прилетаем туда, все нормально, я, короче, в эту вколю, вбиваюсь. Причем жестко вбиваюсь. И мне вот это нравится. Прикинь, там, как вокалисты, как отношения. Я не знаю, и мы, короче, второй проект, когда отсняли, не так раскрылся, и, короче, с третьего проекта мы начинаем газовать, короче. Третий у вас был какой? Это из «Криминального чтива»? Да, «Криминальное чтиво» было, третье. «Криминальное чтиво», и уже сколько? 5, да? 6 выпусков вышло. Короче, Да, в общем, мы участием. снялись, знаешь, в 14 выпусках. Писал. Представляешь? 14 песен. 14 Миша, песен 14 спел. песен. А пришел только за одной. Подожди, это за месяц? Это за месяц, Как да? ты вот учил их? Ну, учил очень тяжело. Короче, получается, мы в один день Погружаетесь. снимали 2 проекта, получается. Мы, получается, одну отснимем, получается, пойдем с стилистом, они нас гримируют обратно, перегримируют, короче, там, переодевают нас, и обратно, короче, мы. И невозможно было выучить все песни, потому что были там на английском песни, были там на казахском, но на русском нету. И что, благо спасал суфлер. Ты такой, поешь и на суфлера, и вот это, короче, походу, дело актерское, вот это играет. Ну, даже незаметно вроде. Ну да. Как будто сам Да, поешь, если как ты бы будто не сам. сказал бы, Вчера бы он, не я понял. говорю, мы сидели, рассказывали, и он вот рассказывает то, что выступление за выступлением, и правда же подготовиться невозможно. Невозможно Ну, вообще. вообще, типа, там хореография. Ну, смотришь же, типа, шоу, там, концерты, там люди хореографию готовят, вокал, бэк-вокал идет, да, там еще Да, что-то. да. А человек бабс. А человек вообще спортсмен, да? Да. Я Пришел говорю, в пришел индустрию. за одной песней, спел 14, да. Целый альбом напел. 2 альбома, почему? 2 альбома по 7 песен. Да. А не задумался реально теперь о какой-то сольной карьере? Может быть, тебе кто-то треки сейчас напишет? С фанилем Смотри, будешь Миш, рэп читать? я вообще загорелся в этом проекте, я же говорю, у меня глаза, я начал, у меня такой период жизни вообще был. Бага. Разворачивай. Разворачивай. Бер, Джахан Турш рядом стоит. Бага. Слушай сюда. Смотри, вообще мне понравилась вот эта карьера вообще творческая. Я там раскрылся по вокальной части. Вообще, люди такие, там, знаешь, там все-таки это 2 разные вещи. В спорте и как бы... А именно психологический настрой, это совместимо, по идее. Вот перед сценой, ты как Одинаково, да. перед боем настрою, Да, я стою одинаково. такой, настраиваюсь, такой, да ты что только? Я себе говорю, ты-то стрессоустойчивый, давай, короче, там, газуй. И вот, короче, задумывался ли я дальше продолжать карьеру в этом? Да, мне сейчас не то чтобы да, наверное. Мне, короче, Зачем пишет, мне эти бои? мы с моим напарницей, вот этот Ахтота Болушо, она очень талантливая девушка, она первая девушка, кей-поп на электронной дамбре она играет. Это Играет. самая первая девушка. Я не знаю больше, кого я А знаю. я вообще Это одна, больше никого походу. не знаю, Это да. одна, походу. И мы с Ни ней мужиков не знаю. уже нам пишут песню авторскую. Причем еще хороший там продюсер, ну там как продюсер или как это называют? Композитор. Во. да. Композитор, очень такой известный композитор, пишет песню нам. Крутой, Игорь крутой. Мы изначально с ней, изначально с ней сконнектились, сказали, у нас будет авторская песня. И мы примерно дали тематику, что мне нравится, что ей нравится. Я говорю, там, чуть-чуть спорта, чуть-чуть романтики. Обязательно чуть-чуть любви. Спарринг будет с ней, там, чуть-чуть левый боковой, чуть-чуть лоу-кик. Не, жена меня убьет. Что с ней-то? И такой, чуть-чуть романтики, чуть-чуть любви. Такой. Ну, короче, мы дали понять. Она, кстати, типа с любовью, а ты постоянно ей двоечку прописываешь, короче. Нет, у меня жена... Почему Моя двоечку? моя жена Хотел не бы я подходи. проход ноги такой, да? Да нет, у нас с ней нормальные отношения имеются в виду, дружеские. Я себе не позволяю такого. Че ты смеешься? Ты засмеялся. Че ты смеешься? Смотри в камеру, скажи. Завидую. Завидует человек? И вот, Нет, не завидую. Поверь. Рамина тебя убьет просто. Нет, я люблю свою жену. И вот, короче, вот так мы, короче, с ней пишем песню, короче.
И... Ну, подожди, вы пишете или вам? Нет, композитор? нам пишут. Но мы Текст тогда... дали, они мы- пишут. Это же Нет. разные вещи. Да, это нам пишут, да. Кстати, композитор пишет нам песни. Я думаю, знаешь, такое предвкушение чего-то большего. Потому что я сказал ему, надо будет с одной песней прям так заявить о себе, взорвать. То есть ты прям видишь какую-то вот карьеру в поп-индустрии? Возможно, знаешь, после этого... Шоу-бизнес. После шоу в день мне поступает как минимум 2-3 предложения, да? Прикинь, спеть там, спеть этот. Я такой, у меня, говорю... За у меня... деньги. Я Конечно, за понял. деньги. Может менять уже За этот деньги. Не, конечно, за сферу деньги. деятельности. Конечно, за деньги. Просто ты знаешь, Миш, это отнимает время, энергию, вот это все. Уже, И- понимаешь, звезда. Ну, как и тренировки. Какие тренировки, да. Ну, тренировку мы уже, тренировку понятно уже, что мы будем там делать. А тут для меня что-то новое. Там нужно этот, там нужно... Короче, предложение Вдруг- поступает, Вдруг а я постоянно поцеловать отказываю. попросят. А я постоянно отказываю, мне говорю, у меня, причем я-то работаю еще, работа у меня, тут еще тренировки, тут еще как я такой, не, мужики, говорю, там, ребят, пока мне нужна будет такая поза, Только пауза. мужики и ребят предлагают. Не только. Ой, у нас в бане. в бане, Закрытом, в да. бане. В сауне у нас пой. Закрытом, да. Да. Вот это вот Джон Траволта Я сделай. думаю, просто богатые Аташки должны. С таким же париком, да. Поезд принеси еще. Слушай, ну самое жирное предложение, вот сколько... Сколько нулей было вот, в сумме, которую предлагали тебе за Да, выступление? не сказать, что там, я там максимум иду, там, например, они там предлагают там прийти, спеть там две песни. Они за 2 песни мне не дают же, как за сольный концерт. Не, я же например. не знаю, мне просто самому интересны Нет, цифры ну, там. я думаю, нормально. Ну, там не за одну обижают. песню 200 тысяч, вот так где-то. Неплохо. Конечно. Они 2 только за минуты. бой платят. Да. И то 3 месяца туда готовиться. Да, а тут вышел, И прокайфовал. то, И ждать и еще. то частями. И ждать еще потом За 3 месяца. частями, да. Да, еще ждать 3 месяца. Ну, да, однозначно, знаешь, вот что мне удивительно, что я реально был в шоке, я когда в Казмедию пошел, ну, это же национальная программа, она снимается в Казмедии. Я туда пошел первые дни, когда мы снимали вот это все. То есть мы снимали, нас, то есть за каждым был водитель прикрепленный, нас отвозил он, привозил. И что самое было удивительное, я когда в Казмедию приходил, те люди, когда я уходил оттуда, например, ну, поздний у нас был, в 11 часов, 12 часов, когда ночью уходили мы, и когда я утром приходил туда, в 8 или в 9, люди сидят, они до сих пор работают. Прикинь, они там не спят. Ты представляешь, у них там нету режима там, с 9 до 6, они до того любят свою работу, они сидят вот так, как задроты сидят, и что-то монтируете, что-то там. Я говорю, Ты у нас был здесь в продакшне вообще? да туда до 7 тут максимум все сидят. Да, это не только завязывай. Он такой лжик. Нет, ну прикинь, они сидят, и я такой, ты сидят с Red Bull, с кофе, сидят, я говорю, ты поспи, говорю, мне было тебя мне жалко, скажи, говорю, что ты сердце свое погубишь. И они реально Там действительно с свою Red работу Bull, а у нас с Гориллой. сгорела. Надеюсь, за эту интеграцию нам заплатят. Ну да. Ну вот, я в таком, знаешь, шоке был. Слушай, Интересно. расскажи про первое появление на сцене. Вот насколько все-таки это было страшнее, чем выходить в клетку? Если страшнее. Короче, первую песню были такие тяжелости, мы столкнулись. Мы пели песню кто-то, ее, ну, авторскую песню. Там первый курс, тематика такая была. Мы поем, мы селебрити, а они звезды, получается. Мы селебрити, поем песни звезд. Короче, первый этап такой был. И с таким тяжелым моментом мы споткнулись такой. Песня называлась «Атамикен». Ну, такая крутая песня, такая патриотическая. Получается, тот выступляет, я только припев вместе, и на второй куплет должен я вступить. И я, прикинь, и не могу я вступить. Слава То есть я Богу. слухом... А там еще что сложно, этот весь проект проходит под бендом, под лайв. Бенд играет не в минусовку. В минусовку ты-то вступишь слухом. И я не могу с бендом вступить. Я такой... Я Это- начинаю нервничать. Это было на репетиции? На Или- репетиции, да. На репетиции, На да? репетиции. Я нервничаю, я говорю, что за фигня, говорю, не могу вступить. Не слышишь, типа, раз или что? я слышу, и какой-то момент просто вот эта доли секунды нужно вступить. Пропускаешь, да. Я вступляю, и только, то есть, я тон неправильно подбираю, тональность неправильно, и, короче, то вступляю, то не вступляю, то вступляю, то не вступляю. И, короче, вот так вот ходили, и в момент записи она все проходит под лайв же. И она такой тук-тук-тук, и я такой, Хазбек, давай. Короче, наугад. У меня уже такое мышление, я уже раз 100, наверное, туда песню повторял, не мог вступить.
вступляю, первые 3 слова не вступляю, а остальное, прикинь, дынь-дынь, вступляю. Ну. Я такой, нормально. Ну, это в эфире чуть смонтировали, то есть нормально сделали. А я-то понимаю сам, я, короче, ушел в дебри и обратно залез в колею. И с этим, и тяжело, знаешь, тональности подбирать, и тяжело вступлять. Мне очень тяжело было, когда в моменте были песни, когда рэп читаю, я вообще, это рэп, оказывается, не мое. Там, типа, там, Кимерима Бэк, Кимерима Сет. Вот это не мое. Мое там попеть чуть-чуть лирики, там чуть романтично. Почему, типа, рэп не твое? Чё, Ну, я не могу. Там надо Темп? быстро читать. Да. А у меня язык заплетается. Хоть я выучу текст, у меня язык заплетается, прикинь. Короче, я Дыхание, с этим... может, как-то. Это рэп я, короче, на все 4 стороны послал. Как рэпер сказать? Да, давай. Рэп-кал. Да нет, не знаю. Рэп-кал? Ну, тебе, Ну, да. Миш, наверное, по кайфу читать Не, рэп, да? он читал, у него есть даже Да есть. причитка же Не, есть. ну я к тому, что да, наверное, надо просто как-то перестроиться. я не знаю. Либо Ну, дыхание да, как-то, да? перестать. Просто я никогда не читал, Я поэтому... никогда никакие упражнения А делал. там рэперы были у вас? Нет, рэпера такого нету. Ну, Турару он такой, он же Может, он читает же такой рэп такой. Мгм. Типа Мне 7, подсказки не давал? Такой. Он давал, я его рэп читал. А сколько, подожди, вот было 14, получается, 14 клипов, ну, мы еще увидим там Выпуска. выпуск, ну, и получается и клипов тоже. В каждом выпуске он же пел. Ну, да. Окей? Соединяешь вот эти все? Клип это Видео. А он без видео, да, то есть выступал? Ну, это концерт, Поближе, поближе Ну, а стань, потом же, поближе. типа, делают из этого Выпуск. клип, правильно? Клип это что? Музыка и видеоряд. Получается весь клип. Хорошо? Понял? Все. Все, давай. Смотри, было Спорить не 14, и у вас Клипов. сколько было на репетицию? Получается, 1 день? Да, день бывает. Офигеть. Мгм. 1 день на И репетицию. ты должен две выучить песни. и хореографию, Выучить и И две петь. хореографию, песни да, выучить. да, да. 2 прогона вы делаете? 2 да? прогона. Ну, а как это вообще сделать? Короче, мы репетируем. Получается, тут репетируем. Мы, получается, хореографию идем отдельно хореографам. Они нам ставят хореографию. И по ходу дела, короче, я же говорю, ни минуты свободного времени. Сидишь, Импровизация. учишь песню, туда идешь, короче, пойдешь похаваешь, чуть-чуть там отдохнешь, и обратно вот это вот в колею вводишься, и ты капец там устаешь, по идее. Жестко они тебя выматывают на... И по ходу дела, перед выступлением 1 раз генпрогон делают, типа как этот, где-то можешь там посмотреть, где-то тональность, бенд должен твою тональность найти. А это под 1 запись раз. тоже, да? Ты Это под смотришь? запись. Да. Нет, имеется в виду, в день эфира 1 раз просто генпрогон делать, и все, со следующего как в лайфе идет, но это запись. Да. Где-то там что-то... Мы как идем, мы идем. Если мы где-то споткнемся, где-то не ступим, это также останется. Но они Понимаешь? могут просто вырезать Да, это потом. это может не выразить, а чуть-чуть доработать, но жюри оценит это как типа Да, пробел, да, и да. они тебя за это типа Сольют, турнут. ты можешь да. на видео выступить великолепно, но А так на самом деле, да, это Да. говно. А был такое, что на кого-то успел сорваться? Ты же все-таки боец. Там? Не, такого все жидкие. такого не было, да. Не, Вдруг там... кто-то, знаешь, тебе что-то не так сказал. Там, Казбек, да, ты что у тебя нормально там с пой нам? голос? Двигайся как мужик. Ты двигаешься как дерево. Ну. Да. И ты раз- Нет, Ну, вот так-то, у тебя так тебя не нет, это только они могут мне сказать такой. И Шавхат вчера, брат такой, бармай хочешь он даже? Айналайын, Я такой, ты что, айналайын. говорю, это? В смысле бармай хочешь, говорю? Я такой... Я такой, уже здесь. Я такой уже... В смысле бармай? Да я шучу, нормально. Такой. Я на него, я уже такой покрасил. В смысле бармай хочешь? Такой. Это они прикалываются мне. Слушай, а раз вот про реакцию Шавкат сказал, вообще было такое, что кто-то говорил там не по-пацански, например, не знаю, идти там Да петь, Да нет, в такого костюмы ничего. переодеваться? Нет, Вообще не было нет, такого. Прикалываемся? Прикалывается все, Ну, прикалывается. в плане, а по идее это, дух, для меня вот лично, я бы не пошел петь. Почему? Потому что, правда, говорит он. Я бы там, наверное, Мне кажется, у тебя получилось, кстати. Нет, я бы, наверное, скорее всего, облажался бы. В плане того, что вот мы же не знаем подводные камни. Прикинь, там учить постоянно. Я все Там равно... постоянно учить надо. Да, Там импровизация постоянно это учишь. хорошо, но на одной импровизации ты не уедешь далеко. И Да. все равно надо подготовленным быть. У него же... Ты расскажи, что у тебя тренер был по вокалу. Он ходил на Не, да, вокал. конечно, по вокалу тренер у меня тренер. Ну, Это то есть это каждый только день. вот в этот Здесь, в месяц. Алмате у него еще был? до Нет, в этого. Алмате у меня есть Прикинь. здесь. И там у меня, получается, 2 вот эти вокалистки были. Они, то есть, ты подходишь к ним, они тебе тональность подбирают, ты с ней распеваешься, они тебе технику показывают. То есть ты там Технику вокалом пения. тренируешься, и здесь вокалом тренируешься, понимаешь? И потом сам тренируешься.
А как думаешь, у кого из зала бы еще получилось Попеть? подобное? Ни Да. у кого, ну. Не, мне просто реально кажется, Фаниль же там и танцует, и в караоке, кстати, поет тоже. Нет, я бы не смог. Нет, именно в Прибедняет. проекте Егзлебес Фаниль быть тяжело Нет, было бы. почему? Да, я же сам говорю. Почему? Потому что это, в первую очередь, программа национальная, там по-русскому даже На русском. слово, типа, понял, не используется, нет, это, типа, ну, не говорится. А тут надо все, либо на английском поешь какие-то песни, либо на казахском поешь. Кстати, в прошлом сезоне Фируза Шарипова, да, выступала? Но Да, она не она, 2-3 короче, песни, да, она спела? с первого проекта или вылетела, короче. С первого раза, получается, Да. вылетела. А Там- вот и спортсмен, который дошел. Там Ардах Назаров тоже был в Тоже этом проекте. вылетел? Ардах Назаров, да. Короче, как я понял, они мне говорят, короче, спортсмены, они в первом, втором проекте, короче, вылетают сразу. А это Там, а я 14 такой, выпусков да, даже. а я такой прихожу, что там, кто там? Не, ну Петь правда, захотели? вот мне, я не все выпуски смотрел, каждую субботу вылазит, вылазит, выпуск выходит. И, мне с Траволтой вообще залетело, мне понравилось. Пиала, в принципе, хорошо они спели. Это второй был, да, выпуск? Это же второй, Пиала? да. И тогда уже было видно, что, растет. Первая песня, конечно, не очень, да? он Да, спел, да, где-то первая не песня. раскрылся, вот говорит. А вот и видно же рост человека, да? От выпуска к выпуску, и он красавчик. Просто правда. Это же мы не знаем подводных камней, и вот подготовка там в день-два выпуска снимать, там одну песню ты выучишь. Я имею в виду еще и... Еще и не свои Еще песни, и да. не свои, Там хореография. тебе дадут песню То за день. все, там потом вас меняли еще, да, парами. Да, у нас парами меняли, но это было вообще жесть. Короче, нас парами меняют, то есть ты подготовленный, я-то, например, стату уже как бы, может, друг друга понял. И тут нас, короче, что самое интересное было у меня в проекте, я должен был петь в этот же Эту день. информацию хоть можешь говорить? Да, можно. Давай. А есть котировки-то букмекерские уже на вас? Нет, я Кто должен, выиграл в короче, финале? был петь с Бидаш, Балжан Бидашка. Мы, короче, репетируем день с ней, проходим песню, репетируем нормально. И в этот день, получается, мы программу снимаем, вылетает Дарига Мусаева, Сырым Кашкабаев вылетает. И, короче, по идее... А то есть там реально все честно, вы даже не знаете, Да, кто вы? честно, Да, честно. А по идее, Сырым Кашкабаев должен был петь с Куралай. Есть такая певица Куралай. И, короче, Дарига вылетает. И, короче, они за 5 минут до эфира, за 15 минут до эфира килишат. Меня с Бидашка выбирает, я пою с Куралайкой эту песню. Я с ней даже один раз не репетировал. Ты представляешь? И через 15 минут у нее эфирно. Получается, мы уже прогон это. Но что хорошо, в этом эфире никто не вылетает, потому что это Наурыз был, 8 марта, типа, праздничный. И что интересно, мы выходим туда. Песню-то я выучил. Она-то что певица, у них на слуху эта песня. Что там, говорю, не стимс. Я говорю, поем. А нам, короче, хореографии у нас там не было, что хорошо. Нам, короче, вытаскивают своих хореографов, они там танцуют, Наурыз, там 5-10, а 8 марта. И мы выходим с ней. И ты представляешь, все же знают. какой у нее диапазон там? Она победительница проекта «Голос» 2022. И мы выходим такой, И вот. Наурыз, там, чук-чук. И какой-то момент был, нужно было протянуть, короче. Мы, короче, тянем. У меня уже все, дыхание закончилось. Я просто стою, понимаешь? Я просто стою. Я от того до того устал стоять, я уже микрофон отпустил. Она до сих пор она тянет, понимаешь? Я уже, смотрю на нее. И говорю, капец, говорю. Мне так стыдно стало. И мы обратно поем, обратно. Я уже максимально начал вот так делать. Да что стыдно? Да, я уже максимально... Я уже не пою, понимаешь? Я просто рот открываю и вот так микрофон опускаю. Она до сих пор... Я не прекращаю, прикинь. Ля, это со стороны. Это со стороны. Капец, как смешно. Ну. То есть у нас репетиция... Ну, мы, в принципе, нормально спели. За счет нее. Ну, плюс еще, за счет тебя... Большой рахмет. За счет тебя видео хорошо получилось. Да, Зачем? у него, кстати, на канале, я же все люблю отслеживать. Вот у него Джон Траволта самое больше набрал. Хотя там селебрити выступают, но почему-то просмотров не очень. Но наш Казбек собирает там, в топе. Он всегда делает шоу. Да, но у них на Ютубе же есть канал официальный, и там вот клипы, как ты говоришь. Там Бага вот всегда делает шоу, Казбек.
Всегда. Он с этим согласен. Про Багу чуть попозже поговорим. Слушай, а вот, с Фанилем мы разобрались. Говоря про, например, Шавката или Асу. Шавкат и Асу смогли бы вот на подобной передаче выступить? Нет, Шавкат вообще бы он бы вообще, Пианино! Не пойду я туда, джундуманах, бармен. Асу тоже. Асу тоже, нет. Это человек просто должен быть такой с творческим мышлением, с творческим понятием, может. Тогда может, он молодежь поймет. кто-то из наших, может, когда-нибудь. Ну, Нет, вот у нас тебе знаете, кого можно, шоу-бизнес. у нас знаете, кого можно пихнуть из команды? Багу. Багу можно, Бага тут танцует. Багу скажи, брат, там что болатно. Там Багу. Барам нахуй. Барам. Багу можно пихнуть туда? Главное, чтобы кто-то пел за него. Ну, фонограмма, но нормально. Да не, может быть. Ну, можно научиться петь, получается, правильно? Если учиться. Ну, наверное, если Казбек же Ну, есть получился. такое понятие у артистов, оказывается, у певцов. Не Есть бывает, такое, не нет, есть такое сделанный голос, это ты постоянно практикуешь, ты тренируешься, типа там И это. природный. И природный, да, и природный. А по большей части ценится природный, прикинь? Природный можно еще по вокальному откорректировать, но у тебя реально с природой Да-да-да. у тебя, Еще там, же у тебя затренируешь диафрагма ты его. дышит. Да. И вообще ценится природный голос. Ну вот, с кем ты пел, да, который протягивал, у нее, скорее всего, природный. Природный, да, у нее. Она вокалом не занялась, у нее природный голос. Слушай, а ты понимал, вот у вас же были какие-то корпоративы, в караоке ходили с бойцами или нет? Нет. Вы с залом не ходили никогда, да? Ну, мы просто в зале, понимаешь же, кто что А, умеет. ты понимал, что Казбек может, Ну, да? что-то? может. Я изначально, когда он сказал, просто я прикалывался над чем, он сказал, что у него к концу проекта 100 тысяч подписчиков будет. А сколько сейчас? 1500 прибавилось. Бля, я ожидал. Знаешь, Я над этим смеялся. Я ему еще говорю, что? Кто? Бабушки, что ли? Ну, кто? Целевой зритель? Кто? Бабушки. нет, Мамочки. это... Мамочки. Ну ладно. Милхантеры. Я над этим только угораю, я всегда ему говорю. А вот так, я ему сразу сказал, Давай, если ты хочешь, попробуй. Это, тебя никто за это не осудит, никто тебе ничего не скажет. понял? Да. Ну, по кайфу. Главное там, тоже норму снять, а? Женщину не переодевайся, сразу сказал. Нормально, А двигайся. предлагали, кстати, что-то такое? Типа, женщина? Ну, не переодеться? знаю, да, вот что-то Ну, такое, чтобы на что ты не трэш. готов был пойти. Действительно, переодеться в женщину или какой-то, не знаю, латексный Если костюм. первый... Не, все образы, в принципе, нормальные были. Просто первый образ, когда вот от Мекки... Бля, какую-то херню одели мне, плащ какой-то. Я говорю, есть что-нибудь другое, бля? Так, можно. А я еще такой первый пришел, такой в шоке. Большой Я, херню, короче, вы мне одели, мужики, говорю. Там, ребят, говорю, Каздар, вы в херню одели. Есть что? Не, нормально, у вас там, короче, имеется в виду, по LED-экрану у вас то же самое А у тебя будет. первый ты Как будто Нео, да? хозяин. А? Нео там или что? Ну, типа, да, такой как будто. Типа латексный Нео, хозяин. да, латексный, да, атласный. И вот это вот. Единственное, а так все образы мне нравились, в принципе, такой четкий образ подобрали. Ну, Траволта. Ну, Траволта, блин, это было что-то с чем-то. Это было самая хит, по идее. режиссерская находка, да, вот это вот. И С криминальной песня чтивом. главная, и такая. Ты знаешь, Все вместе. как нам вообще хореографию дают? Вот Джон Траволта, вот пришли нам, короче, Хазбек, вот вам видео, снимай видео. Ты вот так делаешь, он-то вот так делает, ты вот так Это делаешь. вся хореография. Да, ты вот Я так думал, так вам делаешь. показывают что-то. Нет, ты вот так делаешь. Все, вы поняли? Ты понял? Все, дорабатывайте. Шесть. Прикинь, и мы сами дорабатываем с этого. С фильмом вам кадры показывают. Да, с фильмов кадры показывают. Возьмите меня хореографом, я могу найти вам любое видео. Слушай, а что по поводу вообще вот жителей шоу-бизнеса? Насколько там приятные? Просто есть там, да, такое в народе понимание, Да, что это там неприятные какие-то люди, там все, не знаю, пафосные, высокомерные. Есть такое? Или к тебе относились там по-другому? Нет, мне что удивительно, у нас все-таки две разные индустрии же, и что хорошо, мы пришли, мы познакомились, и они тебя знают, Фаниль, они знают Асу, Фаниль, то есть в Дартим они знают, как, брат, они сразу приходят и со мной заговаривают, брат, а помнишь тот бой, короче, я-то знаю их, типа, как певцов, они, оказывается, наблюдают за нами, и вот, ты там, короче, красавчик, мы тут, да ты, Я блин, думал, наоборот, мощный. говорит, ты там неправильно сделал, надо было пузо, Нет, голова. нет. Надо было пузо, Нет, я голова. бы там показал бы им, как было правильно, они так не говорили. Нет, они наблюдают, что хорошо. И
они изначально ко мне подходили, типа, так, аккуратно, типа, о, брат, такой, чуть-чуть прикола. А они все прикольно. А я сам-то прикольный же. Да. Они такой, я такой, да. Я им сам такой, нормально, что такое? А они такой, такой, ничего, нормально. Да, Такой. И, короче, мы сконнектились, и нормально. То есть я не заметил такого высокомерия какого-нибудь там. Люди такие, ну, я тоже понимаю их там много там фанатов, где-то что-то может там кому-то насолить, они там скажут, а так люди нормальные, как мы. Как мы. Я помню в кино, когда снимался, и Жан с Жан. Рекетира, Кстати, видел сегодня его. Его видел? Да. А мы, в одной сцене, короче. Он о Фаниле помнит? Я не спрашивал. Мы в одном фильме. Он меня не помнит. В одном фильме же снимались. И мне что понравилось, такой, еще мне подошел, подсказки дал, вот такой простой мужик, а я, ну, типа, стереотипом с Рекетира. Да, ты смотрю на него, ты в натуре, ну, вот как обыватель, зритель же, ты в образе, и так смотришь на тебя, ты Жан, а потом он обычный мужик, еще там, балам, вот так надо, там, типа, не кипишуй, все нормально будет, там, давай еще там пару дублей. Ну, вот это всегда подкупает. И подкупает то, что даже эти люди, ну, с таким графиком плотным, они успевают как-то бои смотреть. Ну, я так понял, не углубленно, но так. И, получается, они нас знают. И всегда приходишь даже, думаешь, блин, они, походу, думают, ты дебил там, либо кто это такой? А потом тебе говорят, о, там... Ты дебил. Ты дебил. Ты дебил, дебил. Нет, крайний бой там, красавчик, типа, молодец, там, что-нибудь еще. Ну, такое вот. И всегда интересно было, как успевают. Нет, они любят смотреть бои. Угу. Они наблюдают за Найзой. Ну, Найзу, блин, я в этой индустрии, я нормально продал, по идее. О! Процентик получишь следующего pay-per-view. Да. Нурбегалаев. Кто Да, Нурбегалаев. Нурбегалаев, кстати, Ладно, раз проходил. про pay-per-view, вообще еще были, конечно, на самом деле вопросы. Перейдем. За спиной с правой руки от тебя стоит твой... Твой партнер. Лицо знакомое. Да, лицо знакомое, не по Лицо. пению, а по боям. Человек, с которым интересен всем ваш реванш очередной. Будет ли он когда-то или нет? Потому что говорят, что все уже. Казбек никогда уже 52 килограмма не вернется. Слишком стал большим парнем. Что касаемо веса, говорят люди правильно, я однозначно уже не могу спуститься на 53, потому что последняя весогонка Фаниль подтвердит, то есть я был вообще выжатый лимон сока, который там можно было вот так взять. Ты что, будешь драться, что ли? Можно было в этот день мне посмотреть. Да. Ну, реально, тяжелая весогонка была. После весогонки, это же лето было, еще жарко. Он взвесился, короче, начинает пить воду. Воду, что ли, начал пить? И потеет, вот просто потеет, вот бывает. Ну, я еще такой думаю, первый раз такое вижу, что, ну, типа, у тебя весогонка закончилась, по идее, у тебя жидкость должна в тебя, а у него выходит, и он... Ну, говорит, это, сейчас. знаешь, я вспомню, это была очень жуткая весогонка. В день в день взвешивания у меня вот так таскали, у меня зрение пропало. Ты представляешь? В день боя у меня в глазах троится 4. Я вытираю глаза, я не могу, прикинь, фокус поймать. У меня, то есть, зрение... И меня это чуть насторожило, по идее. Ну, мы сделали вес. Это там оставалось-то, господи, там 700 килограмм тогда, когда вот это случилось. 700-800 килограмм. Мы, короче, добили. 700 килограмм жестко да, грамм оставалось. Шоу-биз. И вот, ну, однозначно, да, я в этот вес не спущусь. Если мы договоримся, то промежуточный вес. Я не буду там говорить там 57, там 56, да. Ну, 55, 500 я могу себя. Там будет запаса 22,5 килограмма, это уже неплохо, да, как бы. 55, 500, это будет самый раз промежуточный. Потому что была договоренность, изначально же были такие моменты, где вот это сам вес лавируется с 53 до 55. Почему? Ведь я же там не прослужу 57, 56, 55, 500. Я думаю, это самый только оптимальный вес и для него. Он понимает то, что он физически сильнее меня его не будет. Но он обратно же понимает же, то есть 55 килограмм я буду еще более такой свеж, еще более буду физически чуть крепче на 55. Потому что я понял, я бы мог бы еще... Я-то набирал же во время... В Осетии, когда мы были, у меня вес тогда я придерживал, у меня был вес тогда 66 был. Вес. Я набирал тогда на 66. То есть я, если буду 57, я буду, в принципе, то же самое будет. Я могу там килограмм еще набрать,
и это прибавится, как бы, скажем, на физику мы. Он это все понимает, это все, поэтому он говорит, типа, 53, настаивает 53, 53. Ну, пускай возьмет титул, как так скажем, и пускай диктует сам. Все, то есть ты оставил, получается, титул, если ты говоришь, что никогда больше не спустишься в минимальный вес. Нет, мы если договоримся, я не говорю то, что я оставил. Если не договоримся, то я вынужден буду оставить, конечно, титул на 53, если Ну, он просто, скажет, по сути, типа, там, чемпионский бой да. не может быть в другом весе. По сути, ну, я чемпионский. согласен. Ну, была же такая договоренность, была же, типа, там, она может лавироваться, понимаешь, Миш? Типа, 53, 55, она может лавироваться. Если там скажет, он, типа, там, скажет, нет, он в стойку станет, 53, то я оставлю титул. То есть я однозначно не спущусь на 53. Я оставлю Вот титул, пускай правильная это... позиция чемпиона. Да, то Не есть... то, что некоторые по 1,5 года не бьются. Кто? Чемпион один, 70 килограмм. А, Магомед Кабардиев? Но он же не из-за веса. Ну, а чё? Ну, он Вот же человек никогда, ну, он же сразу- никогда, Нет, я ну, он же согласен. никогда не спускался в свой вес на 70 килограмм. Кабардиев? Да. Я не знаю. Он никогда не... Нет? Он всегда, Проверить надо, он всегда дрался в промежуточных весах же. То есть 72... Сколько? 71? 70, да? 71, У вас 72. чемпионский же 70, да? 70, В наше 800. дело он сделал. Он делал 72, но он никогда не делал чемпионский. М. Интересно. Только Нурбек тебя похвалил за продажу pay-per-view. Да. Сейчас уже за открытие такой информации. Ругает. Ну, там, знаешь, там Найза хорошо качнула. Потому что мне самому было приятно. То есть, ничего себе, это наш казахстанский бренд, Найза. И все-таки даже вот этот хайп у нас Багой вышел на этот... За рамки За- спорта. За рамки спорта, да, за рамки спорта. Но Ты на беззвучный поставь звезда. Да. Да, вот я тоже Пожалуйста. что хотел подумать, что- Пожалуйста, моя звезда. Поставь на беззвучный, я понимаю, там шоу-биз, да, там блин, тебе звонят. продюсера долбят. Да, когда деньги вернешь. А, кстати, заработал что-то на проекте? На проекте? На проекте Коронная здесь... фраза. Давай. На, выдай. на проекте здесь 1500 никто... Нет. На проекте никто не заработал, если бы мы там вышли бы на этот... На самый купаемый. Нет, Финал? на финал, да, тогда можно было бы, да, вот это рассмотреть, а так нет. Там гонораров не было никаких. Это там- только у За тебя? еду работает. Нет, у всех. У всех, да? У всех. А какой абсолютно. смысл именно попасть на телек, да? Ну, знаешь, Качнуть? у звезд, Ну да. у звезд, они, у них есть такое среди этих звезд, ну, типа, кто участвует в этом проекте, это, типа, авторитет, это, типа, наследие какое-то, что ли. Вот у них такое, да, итоге. типа, кто-то должен закрыть гештальт свой. Реально, участвовать в Егислебызе, закрыть свой гештальт. Вот Дастан Нуразбек, он 2 раза или 1 раз участвовал, он проиграл. У него была такая мотивация, гештальт, чтобы закрыть, я должен, вот проект попасть, закрыть свой гештальт, я должен выиграть. Но они, между прочим, у них хорошо идет. Так уже же отсняли все. Спойлер. Уже все Спойлер. отсняли. Все отсняли. Но я не могу здесь я понял. сказать, типа там сказать, кто выиграл, кто-нибудь, я не могу Я сказать. не увидел подмигивания. Эй. Я вот тоже еще, знаешь, смотрю, ну, не первая же наша с тобой встреча. И не вторая. И не вторая. Я просто смотрю, что изменился же ты сам. Ты чувствуешь это, да, что тебе проект много дал в плане вот уверенности, да, какой-то? Конечно. Да, много, очень много дал. Капец, ну, ты реально, там много... Я же изначально, когда пошел туда, чуть была все такая какая-то скованность, типа, я хоть и не показывал это, я смотрю, всем похрен. Кто там рядом с тобой, 100 СММщиков ходит, 100 мобилографов, и все, короче, и разные мысли подходят. Там Таня Турлай, вот это, знаете Таньку Турлай? Это Блогер тоже этот. блогер. А я- Это Ну, такая. типа казахский келин, она самая русская, она, ну, по-казахски шпарит нормально, сәлемет сіздерме такой. И она, интересно с ней, и вот эта коллаборация с ними, и она раскрывает, ты смотришь, и от себя задаешь какие-то там идеи, а они задают, и вот так, и представь, мы в этой каше варились месяц. Конечно, почему бы и нет? Ты теперь Я в бы- магазин заходишь продуктовый и говоришь, знаете, кто я? Да, вот, кстати, есть такое, что узнают именно За хлеб больше? Да, кстати. заплатил? Да. Чё, Я ё-моё. такой в аптеке беру, дочки беру, я там не мог соску бипс найти какую-то. Я, Да, наверное, дорогая, кстати, соска. дорогая, да, еще Да, не могу дорогая найти его. Я такой захожу, Хорошая. а у вас есть соска бипс такой? А она мне смотрит, я на нее смотрю. Сәлемет себя. Соска бипс бар ма? Сіз егізлебізден емессіз ба такой. Я такой, да, мы отстали. Мә, күшті келатсыздар такой. Спел я на Хорошо. скидку? А? На скидку спел? Нет. И Сразу такой, Я вот так.
Вот это, да, вот это. Парень с собой как раз прихватил. Была дорогая соска, стала средняя. Да. Не, правда, Миша, ты... Не, ну вот такие моменты просто. Вот это. Именно егізлебіз. Ладно, там, там, Казбек саған, там, қашан бой. Да, обычно же такое типа там, спрашивают. как тренировки. А тут егізлебіз такая. Это как Смотрят, капец, видишь. А вот аудитория. У нас, на самом деле, беседа хорошая получается, интересная. Да. Да? Да. И у нас просто следующая съемка через минут 5, я так Да. понимаю, вот там показывают сигналы. Но, во-первых, стоит Чётко. обратиться к зрителям, что если вы хотите, мы пригласим еще Казбека и в этот раз на подольше, побольше обсудим разных тем, но еще мы не прощаемся. Пару вопросов у нас еще есть. Все-таки, что интереснее и что сложнее, ММА или вот шоу-бизнес? Конечно, ММА сложнее. Там все-таки физические нагрузки, но мы к этому привыкли, мы это умеем, это наша любовь к спорту, к старости. Конечно, она тяжелее, но там тоже есть свои подводные камни, как говорится, тоже сложности. Там по большей части играет харизма, по большей части то, все, ты должен на лету все обхватывать, то есть нету такого, типа там кто-то будет с тобой персонально заниматься. Чтобы с тобой персонально заниматься, ты должен как Димаш Кутайбергенов, чтобы реально, чтобы Звездой быть. от тебя ждали что-то такое. А так, однозначно, спорт сложнее, спорт требует дисциплины, спорт требует... А там, ты если пойдешь там петь, ты можешь просто покайфовать, на этом заработать. А ты там в клетке разве покайфуешь? Ну, Вопрос, да? Наверное, профессиональные тоже певцы поспорят с тобой. Видишь, все познается. Против в какого-то ноунейм сравнении, Бразила да. можно и покайфовать. Да, покайфовать, но... Ну, Конечно, согласен, спорт согласен. Но это не всегда. не Не всегда. всегда, это, ты знаешь... Бывает. Ну вот если бы тебе Прилетает. поставили выбор, что-то одно оставить в своей жизни, что-то второе убрать. Оставить одно. Знаешь, я бы, наверное, остался в своем репертуаре в спорте, потому что я понял, за этот месяц у меня режим он по кругосвету пошел. То есть я не могу по таким режимам жить. Там не спать, там просыпаешься, там, и все нормально ходят, они там, кто-то там чук-чук, кто-то под шофе, кто-то там это, там нормально им, короче, что-то они в кайф. И, блин, я такой, не, братан, я слился такой. У меня бывало уже на последнем моменте, у меня уже бензин заканчивался, и мне надо было срочно уже в колею возвращаться. Отдыхать. То есть нормально у меня времени не было потренироваться. То есть я мог ночью потренироваться, мог бы там утром потренироваться. Не было режима, понимаешь? Да. Это все сбивает с толку. Поэтому я бы остался бы в своей карьере, своей, как бы, подводной Отрасли. лодке. Так бы, конечно. И плыли бы. Слушай, давай тоже раскроем. Интересная, мне кажется, тема. Под допингом много, то есть, получается, певцов. О, сенсации у нас пошли. Давай, колись. Ты можешь уже Не скажу. Ты можешь как звезда сказать без Имена не комментариев. называй, имена не Без называй. комментариев. Говори Нет, просто знаешь, да, говорят же, нет. что типа в спорте огромное Да количество бойцов. Да, я думаю, да. Под допингом имеешь ты Ну, известный... легальными не Под шофе, очень что ли, легально. имеешь в виду? Ну, под разными. Кто-то, наверное, Да, да не сказать, что там. Просто там могут они там, допустим, перед эфиром, перед вокалом, там, писярик давануть, чтобы связки наработать. Это у них, да, это нормально, типа. Ну, там, не на стакане же, как там стоит, нахуй, на. Да нет, такого нету. Тебе не предлагали Нет. для уверенности? Руки не дотянулись. Нет. Выпал, говорит, вовремя. После 14 выпуска обычно предлагают. Я же не пью же. Да, Ягор. Не пью Виагру? Ягор, говорю, Ягор. Лагер. Лагерь. Ягер. Что за ягер? Ягермейстер, типа? Да. Я просто думаю, о чем вообще Опытный. фонить? О чем вообще Специалист фонить? допинга. Нет, кстати, я практически трезвенник. Почти практически. Практически трезвенник. Казбек, интересно получилось. Действительно мало, но вот... Зато продуктивно. Да, продуктивно. Да. Давай, действительно, Финал. еще позовем его. Да, вообще, надо на второй, можешь на части разделить. Это первая часть, а вторая часть... А, можно уже- 14. Да, 14 На каждый выпусков. эфир, да? Пока не На вылетит. каждом выпуске в конце будет песню петь. Пока не вылетит. Да, друзья, во-первых, если вы не поняли, то Казбек для вас целый месяц старался, чтобы у него появились подписчики, и в итоге всего 1500. Только 1500. Давайте мы чуть поможем. Интересно Добьем. будет посмотреть, сейчас Добьем. зафиксировать, сколько у тебя подписчиков и сколько после 30, выпуска да. появится. 32.
32, надо ему 100. Хотя бы 34, чтобы Найза дала больше, чем проект на телеке. Уже. Да, давайте добьем до 35 тогда. Да, вообще будет замечательно. Постараемся, тогда да. будет. Во-первых, да, подписывайтесь на социальные сети Казбека. Если вы хотите увидеть его бой с Багдатом, не обязательно в 52 килограмма, а вот, например, в 55 или в 57, пишите об этом в комментариях обязательно. Пишите о том, кого нам еще пригласить с Фанилем в студию. Также не забывайте о наших социальных сетях. У нас есть и ТикТок, и Инстаграм, Ютуб-канал, на котором вы смотрите сейчас это видео. Не забудьте поставить лайк или дизлайк. Если расстроены, что после 14 выпуска Казбек вылетел, а не продолжил там свои выступления, не забывайте про наш сайт. Там выбирают бойца месяца, ему платят денежное удовольствие. Вот у вас, кстати, в конкурсах не платят же, да? А Не там, платят, он, да. прикинь, За у нас голосование. там Представляешь, платят, в Найзе там платят. В Найзе платят. Поэтому не забывайте, да, заходить на сайт Найза, покупать трансляции на турниры, стоят сущие копейки, сущие тенгешки. Все? Что-то хочешь сказать? Кстати, я Следующий подписан. выпуск, Кстати, я надо подписан. напарницу позвать, Казбека. Да, кстати. Услышим обратную сторону. Она приедет 20 апреля же, она Зови, приедет. интересно будет Зови, пообщаться. будем послушать. Интересно будет послушать, а кто ты? Нет, она приедет 20 апреля как раз на наше с тобой мероприятие. Да, на наше мероприятие. Мгм. И там он тоже будет. Да, кстати. наше. Ребята, на наше мероприятие. Да-да-да. Окей. Может быть, в конце споешь что-то? Давай. Я пою только за гонорары. У тебя их нет. Кто бесплатно пел? Теперь пою за гонорары. Целый месяц 14 выпусков бесплатно пел, тут на 15-й заходил. Вот оно. Шоу-бизнес меняет людей. Рахмет, ребят, за приглашение. Было круто побеседовать. До скорой встречи. Всем пока.